Специальный комитет Палаты представителей США по Коммунистической партии Китая призвал Конгресс принять решительные меры против Пекина. Комитет отреагировал на опасения по поводу обращения Китая с уйгурами и другими этническими меньшинствами, а также на растущую напряженность в отношении статуса Тайваня. Правительство США открыто осуждает Китай, обвиняя Пекин в продолжающемся геноциде против уйгуров и других этнических меньшинств в Синьцзяне. Среди рекомендаций, предложенных комитетом, призывы к санкциям в отношении китайских технологических компаний, предположительно причастных к геноциду. Комитет также рекомендует усилить существующие законы, направленные на предотвращение ввоза товаров, произведенных с использованием принудительного труда уйгуров. Эти рекомендации рассматриваются как важные шаги против нарушений прав человека в Китае. Члены комитета выразили надежду, что некоторые из этих рекомендаций будут приняты в закон в этом году. Недавний отчет Центра Хелены Кеннеди в Великобритании проливает свет на широкое использование принудительного труда с участием уйгуров в глобальных цепочках поставок далеко за пределами широко известных секторов производства хлопка, томатов и поликремния. В исследовании подчеркивается необходимость передовых стратегий, должной осмотрительности и протоколов закупок для эффективного преодоления этого кризиса в области прав человека. В отчете Центра Хелены Кеннеди подчеркивается, что систематическая эксплуатация труда с участием уйгуров китайским правительством не ограничивается Восточным Туркестаном, а распространяется на различные отрасли и регионы. Согласно отчету, в то время как средства массовой информации и академические отчеты сосредоточены на конкретных секторах, принудительный труд имеет место в Синьцзяне, а также в других частях Китая. На саммите Китай-Центральная Азия Китай подписал ряд соглашений с 5 странами Центральной Азии, в том числе план обеспечения стабильности и доставки центральноазиатских газопроводов в Китай через Восточный Туркестан. Центральноазиатский газопровод начинается в Туркменистане, на западе проходит через Узбекистан, Казахстан, достигает Восточного Туркестана, а затем достигает внутренних районов Китая. Поэтому Китай хочет соединить Восточный Туркестан и страны Центральной Азии, создав единую энергетическую инфраструктуру. В апреле 20,4% молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет были безработными, сообщило правительство Китая на прошлой неделе. Это самый высокий уровень с тех пор, как Китай начал делиться подобной статистикой с 2018 года. Министр иностранных дел Китая Цинь Ган выразил желание, чтобы Нидерланды и впредь играли роль моста между Китаем и Европой, как страна, извлекающая выгоду из глобализации и свободной торговли. Согласно заявлению МИД КНР, Цинь Ган во время встречи в Пекине со своим голландским коллегой Вопке Хексtra, посетившим Китай, выступил против разрыва экономических связей и призвал предотвратить фрагментацию международной торговли. Китай предупредил, что решение Японии, принятое вслед за США ввести экспортный контроль в отношении оборудования для производства чипов, нанесет серьезный ущерб интересам китайских и японских производителей. В заявлении Министерства торговли говорится, что администрация Токио была не права, настаивая на своем решении, несмотря на негативное мнение отраслевых групп в Китае и Японии. В заявлении подчеркивается, что меры, которые вступят в силу с 1 июня, нанесут ущерб коммерческому сотрудничеству между двумя странами и серьезно ущемят интересы китайских и японских компаний. Параллельно с ограничениями, наложенными США на китайских производителей в индустрии микросхем, администрация Токио объявила, что будет регулировать экспорт в Китай 23 видов оборудования для производства микросхем.